Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракату, братья. Я ни разу обращения не делал, но со вчерашнего дня не могу как себя успокаивать. И то, что случилось с нашим братом, чтеца Корана Мухаммад, невозможно сдерживаться. И хочу делать обращение к глава республики, Чеченской республики Рамзану Ахмату Кадыровичу и Адаму Делимхану, чтобы взяли этот инцидент, который произошло, жесткое избиение с ножом к нашему брату Мухаммаду, чтеца Корана, чтобы они взяли это дело под контроль ради Аллаха, чтобы другим было назидание, чтобы другие так не поступали. Как можно прийти к бедному мискину, работягу, когда они пришли к ним, они искали кого-то, и обматерили женщины там были. И этот чтец Коран, как он знает слова Аллаха, что когда ты видишь кого-то позирают, кого-то оскорбляют, ты должен вмешаться или рукой, или языком говорить им. Он вышел, сказал, не матом не общайтесь с женщинами, не делайте так. И они четвером избили бедного мискина, который он сам один был, заступал за женщину. И избили его так жестко с ножами, что следы от ножей порваны, вот такие куски на спине, в голове. Валлах, если это видео вы увидите, у вас кровь будет кипеть. Если у вас ревность есть, если у вас иман есть, вы будете кипеть. Валлах, я как мусульманин не мог остаться в стороне за нашего брата. Он чтец Коран, он больше меня, у него ценности перед Аллахом больше, чем нас. Он знает весь Коран наизусть. И этот люди, они напали на него четвером, избили его до смерти. Он в тяжелом состоянии в реанимации. Как можно вести себя так со своим братом мусульманином, который говорит ля иляха илляллах, мусульманином, который говорит ля иляха илляллах, напасть четырем и избить его так жестко? Где ваш иман? Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннамаль му'минуна ихва». Верующие являются для друг друга братьями. Мусульманин тот человек, который не вредит своим рукой и языком другому мусульманину. Или другому человеку, не имеет значения по религии, по нации, кто бы он ни был. Мусульманин должен быть нравственным. Ахлак, лучший нрав, воспитание. Как вы можете со своим братом мусульманином так поступать? Я прошу вас ради Аллаха, чтобы это виновные, которые в этом деле, чтобы они отвечали перед законом. Отвечали перед законом, чтобы другие не поступали так со своим братьем, или не имеет значения, кто по национальности он был. Смотря эти кадры у человека внутри, 21 век, когда ты видишь 1 век, когда ты видишь, что у него в спине вот такие дырки в голове, и женщина говорит: я упал на них ногу, говорю, не делайте так. И они начали бить его, резать просто, живой резать ножой. Я увидел эти кадры, мне больно стало. Я просто прошу ради Аллаха, глава республики, Чеченской республики, Рамзан Ахматовича, Адам Делимхану и те люди, которые в Москве есть, нормально сидите, у вас слова везде как проходит нормальный, авторитетный, чтобы вы ни по воровской, ни по исламу, они неправильно поступали, когда пришли, дань поставили, долю просили, и еще беззащитного чтеца Корана четырем избили. Это вообще неправильно. Если у вас братья взрослые, которые старшие, братья, которые вы здесь в положении имеете, если вы не будете их потянуть по языке, и чтобы они отвечали, у Аллахи судный день у вас будет проблема за это. У Аллахи мусульманин был, мы не должны так поступать. Пророк мир ему благословенный Аллах, у него лучший нрав был, хулукул азим. И таку раббаку, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте, иначе, будучи мусульманином справедливым, делайте в этом мире что-нибудь хорошего, чтобы после вашей смерти говорили, что он лучший мусульманин был, а не так, чтобы избивать бедного мискина, который не имел никого, он один был, заступал за женщины, а вы четырем избили его. Это по-мужскому считается.